Здравствуйте! Весна по традиции уже сезон визитов в нашу республику высоких гостей, главным образом иностранных дипломатов. Однако в этом году, накануне открытия отечественного предвыборного сериала, их заметно потеснят, конечно же, российские вип-персоны. И сезон этот уже открыл его лидер СПС Никита Белых. Надо сказать, что наша республика для СПС не такое уж и белое пятно, отдаленное пятно, а она очень и очень близка этой партии. Дело в том, что на последних думских выборах 2003 года больше 12 даже с половиной процентов якутян отдали свои голоса на избирательных участках именно СПС. И если в масштабах России СПС, скажем так, не очень-то выделяется, то в нашей республике, сами понимаете, это достаточно заметное событие в политической нашей жизни. С чем Никита Белых приехал на этот раз? В отчете о его встрече с студентами Якутска. Он прозвучит сразу после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Ущерб от паводка в Якутске власти оценили в 178 миллионов рублей, сообщил исполняющий обязанности главы администрации Игорь Тресков. В 28 миллионов рублей были оценены превентивные инженерные работы, на укрепление дамб, рытье траншей и так далее. Кроме того, на восстановление разрушенного потребуется 150 миллионов рублей. А в дни паводка в Якутске и пригородах было подтоплено 689 домов, в которых проживает 3013 человек. Да, и вот по этой причине подтопление, я имею в виду, спасатели вывезли из районов подтопления за все эти дни 1683 человека. 153 из них затем проживали в эвакопунктах, и там же на эвакопунктах питалось в дни паводка 627 человек из пострадавших районов города. Тем временем стихия продолжает буйствовать в Татте. Вчера в Якутск из 3 населенных пунктов этого улуса было эвакуировано на вертолетах 90 детей. Все они размещены в профилакториях Якутска. А в обратном направлении из Якутска была отправлена автоколонна из 10 школьных автобусов, а также грузовых КАМАЗов МЧС. Они везут медикаменты, постельные принадлежности, питьевую воду и продукты питания. Да, а когда будут возвращаться в Якутск, опять-таки захватят оттуда детей. 265 пунктов сдачи единого государственного экзамена по всей республике готовы. 2007 год – последний в эксперименте, когда выпускники вправе выбирать форму оценки своих знаний. Однако из-за паводка в Татинском улусе школьники не смогли подготовиться к выпускным экзаменам, и поэтому в Министерстве образования нашей республики принято решение, что для них будут выделяться целевые места в наших якутских вузах. В настоящее время рассматривается целесообразность принятия такого же решения по той же причине в Имяконском районе. Профсоюзы республики вчера провели 3-й этап акции «За достойную жизнь». В частности, организовали митинг с требованием повышения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, повышения уровня зарплаты работников организаций бюджетной сферы, а также повышения уровня и качества жизни северян. Митингующие также потребовали повысить с 1 декабря 2008 года и размера пенсии до минимального прожиточного уровня пенсионеров нашей республики. А сейчас средний размер заработной платы труда составляет 15 937 рублей. Самая высокая в горнодобывающей промышленности 27 500 рублей, а самая низкая у сельских работников 5500 рублей. Итак, в пятницу завершилась поездка в Якутию лидера Союза правых сил Никиты Белых. На ваших экранах встреча со студентами ЕГУ. Она началась с поиска причины популярности СПС в Якутии. Как вы объясняете поддержку Союза правых сил как либеральной партии на выборах в Государственную Думу в 2003 году? Почему именно Якутия, а не Москва, Санкт-Петербург показали лучший результат на этих выборах? Почему мы и сейчас рассчитываем на то, что Якутия сможет продемонстрировать хорошие результаты в этом году? Студенты, как они признались, только что сдали политологию и, вероятно, тут же постарались забыть о ней как о кошмаре. Пришлось гостю отвечать самому на свой вопрос. Это условия, в которых ты рассчитываешь только на самого себя. Нет какого-то коллектива или государства, которое выполняет роль патерналиста, то есть которое о тебе заботится. Или ты сам в этой жизни за себя стоишь, за себя отвечаешь, за себя борешься, или никто другой этого не сделает. Слабые здесь не выживают.
Лично для меня это прозвучало неубедительно. Пожалуй, образ северянина как маленького винтика в огромной государственной машине все-таки больше подходит для описания нашего менталитета. И за СПС якутяне охотно голосовали, рискну предположить, все-таки из-за привлекательной во всех отношениях Ирины Хакамады. А еще идей партии. Сегодня таких идей две. Это реабилитация капитализма и перезагрузка демократии. В том смысле, что суверенная демократия, как именуют ее в Кремле, никакая не демократия вовсе. Один из философов определил демократию следующим образом. Он сказал, что демократия – это неопределенность результата при четкости процедур. То есть, когда ты знаешь, как будут проходить выборы, но не знаешь, кто, собственно говоря, на этих выборах победит, потому что все должно происходить честно, открыто, и какая политическая партия или как тот или иной кандидат проявит себя на этих выборах, еще неизвестно. У нас же, как вы понимаете, ситуация немножко другая. У нас более-менее понятные результаты, непонятно, как они будут достигаться. То есть, накануне выборного сериала эта тема, конечно, актуальна. И, похоже, в СПС отдают себе отчет в том, что стать третьей партией между двумя партиями власти им все-таки не удастся. Поэтому в их пропагандистской обойме есть и непредвыборный заряд – реабилитация капитализма. Когда мы говорим о реабилитации капитализма в стране, вот эта тема, наверное, может быть вам более близка, мы констатируем, что на сегодняшний день экономическое устройство нашего государства, оно не имеет, точнее, так скажем, имеет очень мало общего с тем, что называется реальная рыночная экономика. Наше государство начинает исповедовать совершенно другую логику, приобретает АвтоВАЗ, производитель автомобилей. То есть, что государственного в этом бизнесе не совсем понятно. Да? Значит, при этом понятно, что если государство становится собственником АвтоВАЗа, то для нас, как для потребителей, это, скорее всего, минус. Да? То есть, потому что мы получаем как потребители от того, что государство становится собственником крупнейшего производителя автомобилей. Государство могло бы более эффективно управлять предприятием, соответственно, повышать качество продукции и снижать его себестоимость. Но государство не является эффективным собственником. И государство, соответственно, не будет этого. В то же время государство, как предприниматель, заинтересованный в том, чтобы его продукция продавалась, заинтересован в том, чтобы создать условия для этих продаж и условия для того, чтобы продукция АвтоВАЗа была доминирующей на этом рынке. При этом что может сделать обычный предприниматель? Ничего, то есть, кроме как реально конкурировать, снижать цены, повышать качество, не может. А что может сделать государство? Государство может повысить ввозные пошлины и, соответственно, сделать продукцию других конкурирующих предприятий, да, то есть там дешевых корейских, китайских, японских иномарок, просто становится неконкурентными по цене. Выиграет ли от этого потребитель? Нет, но от этого выиграет государство. С этим выводом лидера СПС трудно не согласиться. Ведь действительно, чем больше государство вмешивается в экономику, тем более сильно это замечает население. Но вот посетители китайского рынка в Якутске наверняка обратили внимание, что ограничение, которое власти ввели на труд иностранцев, немедленно отразилось на них. То есть население, не самое богатое в нашем городе, оплатило вот эти самые ограничения. Совсем даже не по экономическим причинам произошедшее. То же самое происходит и с ростом цен на иномарки по тем же самым неэкономическим причинам. Правда, власти могут парировать это обвинение в тем, что данными статистики, результатами социологических опросов, в самом деле статистика говорит о том, что рост благосостояния растет, а результаты соцопросов о том, что население все более и более свободно себя начинает чувствовать. Это действительно так, но давайте не будем забывать о том, что все это сравнивается с 1998 годом, когда все мы в одночасье стали нищими. Такова реалия, которую мы с вами проживаем. Одно радует – предстоящие выходные дни. Тем более, что метеорологи дают очень даже неплохой прогноз для Якутска. Совсем как летом будет погода в эти дни. А мы с вами встретимся теперь только в понедельник. Всего доброго!